Добрый вечер. В прямом эфире новости на ТНВ. В студии Альбина Аслагараева. И сегодня в выпуске. Жилищный фонд и февральский цейтнот. Не понимаю, что там написали. Все данные введенные, они не сохраняются. Почему актуализировать информацию Госжилфонд попросил всех и сразу, узнал Рамиль Шайдуллин. Коневодство в Лениногорском районе. Я вообще считаю, это центр татарского коневодства. О возрождении татарской породы лошадей. Салават Мухаммадуллин. 4 года, как не стало Ильдара Ханова. Прямо вот в глазах рябит. Первый раз такую вижу красоту. А памятники на все времена Елена Новгородцева. В следующем году набережные Челны могут покинуть список моногородов, а Камские Поляны и Чистополь получить статус территории опережающего развития. Города с особым экономическим статусом ждут перемены, о чем просили жители Камских Полян, руководителя рабочей группы при правительственной комиссии России, и что за технопарк предлагают открыть в Чистополе. В эксклюзивном репортаже Ляйсан Сабировой. Над Камскими Полянами солнце. Экономическое будущее прояснилось в 2009-м после получения статуса моногорода. За короткий срок построили 500 новых жилых домов, долгожданную больницу, запустили модульную котельную. Раньше у нас отапливалось на газу, на мазуте, да, а сейчас намного у нас стало теплее в домах. Более 2 миллиардов рублей на развитие поселка. Приоритет – создание рабочих мест. Из 723 новых постоянных 400 обеспечил индустриальный парк. На промплощадке сейчас перерабатывают татарстанские полимеры, выпускают стрейч-пленку. Ждут производители полипропиленовой нити. Проинспектировать дальнейшее развитие Камских Полян приехала Ирина Макеева, руководитель рабочей группы при правительстве России. Давний друг жителей моногородов. Ирина Владимировна, а вам отдельное спасибо за те объекты, которые были введены с программой моногородов. Дальше может быть лучше. В декабре прошлого года правительство утвердило проект комплексного развития. За 2017 год в каждый моногород привести минимум по одной новой машине скорой помощи. Мы договорились о том, что до 20 февраля глава направит в мой адрес письмо, сколько вам нужно учителей и врачей. Для того, чтобы вот это количество включить в целевой прием по Министерству образования, Министерству здравоохранения. Все эти темы касаются и Чистополя, однако здесь больше говорят о развитии бизнеса. Вот это все же. Да. Это один из 2 действующих резидентов индустриального парка. В настоящее время мы пока создали порядка 20 рабочих мест. Это дало, во-первых, привлекательность, запустило на нашем индустриальном парке дополнительного производства. Один проект на 2 моногорода – создание технопарка рыбного, высокотехнологичного. Есть возможность разводить радужную форель в артезианской воде. При этом производственные площадки со всей инфраструктурой предприниматели смогут арендовать. Маржинальность бизнеса высока. Вокруг производства можно будет развивать переработку. Моногород моногороду рознь. Чистополь и Камские Поляны имеют преимущество. Уже вчера нужно было заявляться на получение статуса ТОР, отмечает Ирина Макеева. Мы ждем, что в ближайшее время со стороны республиканского правительства, это его прерогатива, будет подана заявка в Министерство экономического развития на присвоение статуса территории опережающего развития этим моногородам. А первый ТОР набережной Челны уже переросли статус моногорода. У вас очень хорошо работают крупные проекты в Челнах. Я думаю, что такое право у набережных Челнов будет. Но это будет в 2018 году. Могут объединять не только дороги, но и литература. Семья моногородов запускает флешмоб. Зачитать отрывок из «Доктора Живаго», а дальше собрать видеокнигу. Старт дали в Чистополе, в музее Пастернака. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни и списанный с натуры. Ляйсан Сабирова, Марат Саидгараев, ТНВ, Камские Поляны, Чистополь. Тема моногородов сегодня была продолжена и на совместной коллегии Минэкономики и Минпромторга. Ирина Макеева предложила подать заявки на получение статуса ТОР всем 7 городам. Пока заявки подготовили только Зеленодольск и Нижнекамск. Острота этого вопроса, она возникает, когда экономическая ситуация ухудшается. И вот сегодня не надо забывать, что мы идем, у нас есть позитив, подъем. Но если мы вот эти вопросы системно вести не будем, и, Ирина Ивановна, вы так быстро не надейтесь нас выбросить из списка моногородов. Мы должны полностью убедиться, что мы диверсифицировали производство и уже нет угрозы никакой. Поэтому мы до конца доведем
все мероприятия, которые с вами согласованы. Результаты позитивные, но расслабляться не стоит, и набранные темпы важно не потерять. Такие выводы и посылы огласили сегодня на совместной итоговой коллегии Минэкономики и Минпромторга Республики. Репортаж сейчас готовится к эфиру, мы его покажем чуть позже. А сейчас к другим темам. Еще одно задержание. Арестован заместитель председателя правления Татфондбанка. Вадим Мерзляков, по версии следствия, подозревается в хищении вкладов на 90 миллионов рублей. Под видом их передачи в доверительное управление Татфондбанка. Напомним, накануне Советский районный суд Казани арестовал Тимура Вальшина, директора финансовой компании. До 2 апреля он будет находиться в СИЗО. И сегодня же стало известно, что еще двое сотрудников ТФБ «Финанс» проведут за решеткой 2 месяца. Такое решение вынесла Фемида. Я даже клиентов ни фамилии, ни лиц, ни по телефону, то есть никаким образом даже не знал, кто там стоит за кодом клиента, под который покупались ценные бумаги, покупались или продавались. Красота – страшно дорогая сила. К нам в редакцию обратилась пенсионерка, которой под предлогом диспансеризации навязали косметические процедуры чуть ли не на 100 тысяч рублей. По просьбе самой героини мы не можем назвать ее имени. В Росздрав Республики часто поступают обращения от обманутых жителей. Альбина Минибаева о чудесах и молодости и о неожиданной цене доверчивости. Ты же подписалась под косметические услуги, да? Где тут оздоровление? Чего ты? Прозрела и осознала, под что подписалась пенсионерка только у себя дома. Под видом оздоровительных процедур она получила косметические услуги на 70 тысяч рублей. Все в кредит. Женщину обслужили по высшему классу. Сначала расположили, потом запугали и подсунули договор. Говорит она, вот у вас тут сосуды. С сосудами что-то такое и такое плохое, что вот чуть-чуть так, вот в таком состоянии побудете, и уже у вас может быть микроинсульты, А вот эти такие пятна, они у вас могут перерасти в меланин, это же рак кожи, это же опасно, это все. Услуга с масками, пилингом и непонятным генетическим исследованием пенсионерка получила после бесплатных показательных процедур. Я пришла сюда, вы мне все нервы испортили. Я прихожу сюда на оздоровление, а не для того, чтобы стоять и плакать на нервной почве. Клиенты только женщины и пенсионного возраста. Рядом милые девушки, которым отказать очень сложно. Но вот лицензии и прескурант на услуги мы не увидели. Нельзя. А почему? Нет. А почему нам нельзя? У вас разрешения нет. А вы что-то скрываете там? Нет, ничего не скрываем. Связь с медцентром односторонняя. Звонить клиентам могут только его сотрудники. Клиенты сами нам нет. Звонят, это уже наши постоянные клиенты. У медцентра есть лицензия, подтвердили нам в Республиканском Росздраве. Эту же информацию позже нам по телефону сообщила директор «Медицины Плюс». Правда, девушка, которая представилась руководителем, не знала дату получения разрешительного документа. Вы не помните дату получения лицензии? К сожалению, я не могу все помнить. Пригласили на обследование, на бесплатное. И это самый стандартный способ, чтобы заманить клиента. Дальше начинают действовать волшебные слова из медицинского термина. Что, извините, в голову придет, то и фактически предлагают, пытаясь заманить пациента, употребляя фразы, которые имеют, на их взгляд, магическое действие. Минздрав, квота, диспансеризация, бесплатно. Только в татарстанский Росздрав в месяц обращаются как минимум 2 обманутых клиента таких центров. Сейчас наша героиня и ее семья взяли тайм-аут до понедельника. Они ждут решения руководства «Медицина Плюс» о расторжении договора. Если не удастся решить вопросы мирным путем, то в ход пойдут юристы и обращения в Роспотребнадзор. Альбина Минибаева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Внимание нашей съемочной группы на эту проблему обратила сама героиня репортажа. Если вам есть что рассказать или поделиться новостью, звоните в нашу информационную службу. Телефон 570 50 17. Апгрейд от ГЖФ. Государственный жилищный фонд запустил перезагрузку персональных данных. При этом широко информировать соципотечников не стали. В итоге, увидев в личном кабинете объявление, жители удивились, а узнав о сроках, ужаснулись. О том, как все потянулись к офису ГЖФ, Рамиль Шайдулин. Увидеть камеру не ожидали. Сегодня 3-й день с тех пор, как Госжилфонд попросил соципотечников освежить свои данные. В итоге ажиотаж и очередь у информата. Я уж каждый день смотрю здесь к вечеру. Не появилось ли чего-нибудь новенького? Записи на сайте Госжилфонда 3 дня. Татьяна Демьянова столкнулась с ней накануне. Исправно платит, с документами все в порядке. Но все ли в порядке по базе, узнать пришла по старинке в офис. Стою здесь в выигранной квартире. Поэтому не понимаю, что там написали.
Актуализация какая-то там. Актуализироваться или подтвердить свои данные Госжилфонд рекомендует всем участникам жилищных программ. Процедура обязательная в интересах самих плательщиков. Это делается в связи с тем, что неактуальные данные могут помешать в зачислению оплаты. Приходить в представительство, либо куда-то еще обращаться не обязательно, это делать все онлайн. Но, как выяснилось, легкая с виду задача на деле не всегда выполнима. Онлайн актуализироваться у кого-то не получается. Все данные введенные, они не сохраняются. То есть нужно опять заново заходить, опять писать, но не сохраняется. Если долго не заходить на личную страницу, а бывает только на главной странице, можно об этом даже не узнать. О том, что нужно актуализировать информацию, написано исключительно на сайте. На это дается 1,5 недели. Новость от 6 февраля пока актуальна до 15-го. Сейчас в республике десятки тысяч соципотечников. Почему их массово не проинформировали? Все-таки рекомендуем проверять сайт и смотреть актуальные новости, потому что мы тоже отслеживать каждого, к сожалению, не можем. Все дело в том, что если не успеть до 15-го, последуют санкции, говорится в объявлении. Но после нашего обращения в ГЖФ сообщили, сроки могут продлить, если будет необходимость. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Зиеддинов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Молоко на чистую воду. Качество продукта оценили сегодня в Центре независимой экспертизы в Казани. Бренды анонимно, мнение объективно. Проверка на вкус, цвет и запах. Напиток какого производителя эксперты и вовсе назвали кислятиной. А какое молоко напомнило им вкус детства? Далее в репортаже. Мы оцениваем органолептические показатели. А значит, вкус, цвет и запах. 6 производителей, 7 марок молока. 2 бутылки представлены Зеленодольским заводом. Тут же Казанский, Ижевский, Самарский, Уфимский молочные заводы. Бренды наиболее популярные у татарстанцев. Молоко является основой и сырьем для большинства других молочных продуктов. Мы решили начать с него. А также этот продукт довольно часто фальсифицируют. Молоко в бутылках пастеризованное с показателями жирности 2,5. Оценивают по шкале от 1 до 5. Гузель Таишева – опытный специалист. Много лет сотрудничает с Центром независимой экспертизы. И она определила своего лидера. Образец номер 7, потому что это настоящий такой вот, самый приближенный к тому вкусу молока, который мы пили в детстве. А остальные образцы отличаются неким таким вкусом сладкости, то есть, видимо, добавление сахара имеет место. А некоторые виды молока более жирные, некоторые менее жирные. Больше всех баллов занял номер 1. В итоге весь пьедестал за молоком Made in Татарстан. Номер 1 – Зеленодольский молочный комбинат. Второе место также за ними. Замыкает тройку лидеров Казанский молочный комбинат. Образец аутсайдер, а это продукт Ижевского завода, отправится на следующий этап исследования, уже лабораторный. Его оценят на предмет содержания растительных жиров, крахмала и антибиотиков. Альбина Слугараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Порядок предоставления налоговых льгот в этом году не изменится. Об этом нам сегодня сообщили в Республиканской налоговой службе. Пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, чернобыльцы, люди после лучевой болезни по-прежнему могут воспользоваться льготами. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы России. Подать заявление на предоставление льгот рекомендуется до 1 апреля этого года. Налогоплательщику необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением и документами, подтверждающими право на эту льготу. Это заявление можно направить через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц. Если налогоплательщик у нас не успел написать заявление на льготу, но при этом уже налоговое уведомление ему пришло на уплату налога, ему можно обратиться в налоговую инспекцию в любую также с заявлением на льготу. При этом, в свою очередь, налоговые органы пересчитают налог за 3 последних года. Это новости на ТНВ и далее в программе. Коневодство в Лениногорском районе. Я вообще считаю, это центр татарского коневодства. О возрождении татарской породы лошадей. Салават Мухаммадуля. 4 года, как не стало Ильдара Ханова. Прям вот в глазах рябит. Первый раз такую вижу красоту. А памятники на все времена. Елена Новгородцева.
И возвращаемся к одной из главных тем этого дня. Результаты позитивные, но расслабляться не стоит. И набранные темпы важно не потерять. Такие выводы и посылы огласили сегодня на совместной итоговой коллегии Минэкономики и Минпромторга Республики. Вместе с традиционными задачами привлечения инвестиций здесь высказались о высокой роли интернета в деле экономики. В чем должна помочь всемирная паутина и какие мировые тренды хотят оседлать в Татарстане, узнал Дмитрий Аринин. Если посмотреть на цифры экономики Татарстана минувшего года, то главный показатель валовый региональный продукт составил без малого 2 триллиона рублей. Это больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в экономику внесли промышленность, сельское хозяйство и строительство. В свою очередь, главной движущей силой промышленности стали нефтехимия, машиностроение, добыча полезных ископаемых. И это лишь вершина экономического айсберга республики. Обо всех слагаемых и подводных камнях говорили сегодня на коллегии профильных министерств. Главное, как посчитали по многим показателям, динамика положительная, причем превышающая среднероссийские тенденции. Конечно же, это большой труд, за которым стоят наши трудовые коллективы. Мы искренне благодарны им за тот вклад, который сегодня позволяет Татарстану решать многие задачи. Большим подспорьем, а точнее подпиткой для экономики республики стали инвестиции. Так, по созданию условий привлечения капитала Татарстан второй год сохраняет лидерство в стране. На протяжении последних лет удельный вес инвестиций в ВРП республики более 33%. На реальный сектор экономики приходится более 70% инвестиций. Вместе с инвестициями в будущем все большую роль в экономике будет играть интернет. Как посчитали, все чаще покупки совершаются через мировую паутину. И в мире уже появляются автоматизированные производства, которые с помощью интернета производят товары персонально под заказы клиентов. Скоро мы уже все привыкнем, что у нас и пылесосы будут выходить в интернет самостоятельно. Вот этот переворот, в середине которого мы на сегодняшний день находимся. И это то, что по большому счету называется индустрия 4.0. И таким образом, как нам оседлать эти тренды? Обратите внимание, какие мы сегодня стратегические задачи ставим перед нашими промышленными предприятиями, чтобы они были конкурентны. Главная задача — сохранить вот этот темп и добиваться новых рынков. Подытоживая, на коллегии напомнили, что именно от работы экономики будет зависеть благосостояние татарстанцев и успехи республики в других сферах. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов высоко оценил уровень двустороннего партнерства Татарстана и Ирана в экономической, политической и гуманитарной сферах. Сегодня в Доме правительства Рустам Минниханов встретился с исполняющим обязанности руководителя консульства Ирана в Казани Алибиманом Игбали Зарчемом. 10 лет назад в столице открылось иранское генконсульство. Это стало важным шагом в дальнейшем развитии наших взаимоотношений, отметил Рустам Минниханов. 25-е заседание Татарстанского парламента состоится 16 февраля. Такое решение утвердил сегодня Президиум Госсовета. Народные избранники обсудят капитальный ремонт детских садов, обеспечение медучреждений и отдельных категорий граждан лекарствами. Подробнее о заседании Госсовета в большом парламентском репортаже на телеканале «Новый век» в следующем выпуске программы «Закон, парламент, общество». Много будет и федеральных законов, и текущих. Регламентные есть отчеты перед Государственным советом Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, уполномоченного по правам в Республике Татарстан, и контрольные вопросы, которые мы также включили в повестку дня. В Татарстане планируют развивать коневодство, опираясь на зарубежный опыт. Сегодня Рустам Минниханов встретился с главой французского агентства породистых лошадей Жан-Пьером де Рубе. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере конного спорта и разведения лошадей. Слова президента на деле подтверждает фермер из Лениногорского района. Фарид Набиуллин в селе Верхний Каран уже 6 лет возрождает лошадей татарской породы. В 19 веке в Казанской губернии и за ее пределами такие скакуны славились своей быстротой и стойкостью к морозам. Об особенностях национального коневодства Салават Мухаммадуллин. От топота копыт пыль по полю летит. Эту скороговорку Фарид Набиуллин знает не понаслышке. В его стойле более 200 лошадей. Отдал полцарства за коня – это про него. Хотя в ежовых рукавицах своих скакунов он не держит. Более 50 его подопечных сейчас пасутся в Сабинском, Альметьевском и Заинском районах. Я вообще считаю, это центр татарского коневодства. Как говорят, сзади отступать нам некуда, сзади Москва, а у татар для лошадей татарской породы дальше некуда. Вот она, место, эта родина. Здесь и подниматься им.
Основная сила войск Чингисхана. Это Фарид Набиуллин так говорит о скакунах татарской породы. Перепутать этих лошадей невозможно. От привычных они отличаются меньшим ростом и имеют толстую шею. Выдает их и присущий только им шаг и бег, с легким покачиванием из стороны в сторону. Лютые морозы для этой породы нипочем. В Сибири их звали маштак, а в 18 и 19 века нагайскими. Очень выносливый мерин. Участвуем в конных дистанционных пробегах. Первый раз, когда участвовали, заняли 3-е место, а в этом году уже 7-е место. Но в этом году был чемпионат России. В мечтах у Фарида Набиуллина возродить традицию марафонских забегов на лошадях. Пока такие состязания проходят только раз в год, в День коня в Варском районе. В ближайших же планах у фермера довести поголовье до 300 скакунов и развивать в своем хозяйстве агротуризм. Салават Махмадуллин, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Лениногорский район. Сегодня исполнилось 4 года, как не стало Ильдара Ханова. Художника, скульптора, мыслителя, архитектора и поэта. Вселенский храм, который возвел этот талантливый человек, стал для Казани таким же достопримечательным местом, как и все исторические памятники. Как вспоминают Ильдара Ханова и будет ли его архитектурное детище, что в Старом Аракчино, разрастаться и дальше, расскажет Елена Новгородцева. Этот удивительный ансамбль привлекает внимание туристов круглый год. Каждый день, проезжая мимо храма всех религий, обязательно можно встретить людей, которые фотографируются на его фоне. Москвичка Юлия Никифорова приехала в Казань неделю назад, а в Вселенском храме наслышана от своих друзей-казанцев. Вот зашла бы внутрь посмотреть, а так очень ярко, прямо вот в глазах рябит. Первый раз такую вижу красоту. Некоторая толерантность, возможно, то, что храм всех религий, они все собраны под сводами одного храма. Это, в принципе, привлекает. Православная церковь, иудейская синагога, мусульманская мечеть и даже буддийская пагода. Это архитектурное сооружение для Казанского края стало уже визитной карточкой. При жизни мастер хотел соединить 16 религиозных куполов, но не успел, не получилось. Храм всех религий, Вселенский храм или Центр духовной жизни. Названий много, но суть одна. Ильдар Ханов начал строить храм в 1994 году. Все началось с обыкновенного забора. Художнику-монументалисту помогали обычные люди. Кто чем. Так этот ансамбль родился, разрастаясь со временем. 9 февраля 2013 года мастера не стало, но дело его живет. Деньги на реконструкцию у нас, собственно говоря, есть. Нам необходимы некие законные полномочия, чтобы все это начать делать. Вот сейчас решается вопрос с наследниками. Уже есть несколько проектов реконструкции. Правда, информацию о том, кто финансирует, не разглашается. И, по словам продолжателей дела Ильдара Ханова, туристы скоро смогут попасть вовнутрь храма. Елена Новгородцева, Андрей Сентальцев, ТНВ Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит. Программа «Вызов 112». Опаздывал на работу на улице Васильченко. Иномарка на большой скорости въехала в столб. Водитель погиб на месте. Все подробности через несколько минут. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска будут на сайте телекомпании «Деловые новости республики», в интернет-газете «Реальное время». Далее выпуски новости спорта и прогноз погоды. А мы увидимся в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы подготовили для вас отличное предложение. Квартиры в ипотеку от 8,49% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. Только в клинике Фарм-Т лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. За 20 лет в мире установлено более 500 аппаратов и проведены миллионы успешных процедур. Без боли, без операции, за один сеанс. Весь февраль прием уролога с УЗИ всего 500 рублей. Сувар Холдинг объявляет старт продаж. Жилой комплекс «Дом на ВДНХ». Для тех, кто настроен на долгую и счастливую жизнь. 526 55 55. Начни неделю с газетой «Метро Казань». Читай вместе с Москвой, Парижем, Лондоном и Римом. «Метро Казань». Читаешь ты, читает весь мир. Акция только в феврале. Газобетонные блоки по 2 800 рублей кубический метр и кирпич по 8,24 рубля штука. Хранение до конца мая бесплатно. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Автоцентр марка Nissan заявляет: торг уместен. Ищешь новый Nissan на лучших условиях? Приходи, поторгуемся. О цене договоримся и подарками завалим. Казань, Чуйкова, 54Б. Звони 4 5 3 единицы. В лаборатории Манол каждый день кипит работа. Наши инженеры
инженеры разрабатывают новые формулы, чтобы двигатель работал чище, стабильнее, мощнее. Команда! Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Только в феврале «Лада Веста» с выгодой до 56 900, «Лада Гранта» до 87 900 и «Лада X-Ray» до 109 900. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Sizning әлі мұндай зур концерт көргеніңіз жоқ. 25 февраль күні Пирамида концертлар залында Бұлғар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасына күтіп қалабыз. Шәп болашақ. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Разгром по-казански. Волейболистки «Динамо» в рамках Кубка ЕКВ переиграли боснийский клуб «Бемало Единство» со счетом 3-0. На предыдущей стадии европейского трофея наши девушки уверенно разобрались с чешским «Аламоутсом», не отдав соперницам ни единого сета. Для «Бемало Единства» раунд 1/16 финала сложился куда драматичнее. Боснийки сначала в сухую уступили израильскому ХПЛ в гостях, затем переиграли соперниц дома в 4 партиях. Игра в Казани выдалась для подопечных Ришата Гелезюдинова легкой прогулкой. В первых 2 сетах гости набрали по 11 и 12 очков. Счет третьей партии смотрелся куда приличнее — 25-17. Ответная игра пройдет 22 февраля в Боснии и Герцеговине. 3 подряд выиграли, 4-й золотой сет, прибили команду предыдущего соперника. Сезон заканчивается, и надо понимать, что соперники впереди сильные, и одним составом будет очень тяжело обыгрывать. Должны все работать, потому что команда примерно равноценна, уже много раз об этом говорили. В Заинске стартует 54-й турнир на призы героя-поэта Мусы Джалиля по борьбе кряж. В этом году Дворец спорта соберет порядка 500 сильнейших борцов со всей республики. За более полувековую историю наилучшего успеха добились борцы Балтасинского района — 13 побед. Абсолютный рекордсмен Айрат Гилаев — 12 раз выигравший титул чемпиона. Уже завтра 50 сильнейших команд Татарстана, а также соседних республик начнут борьбу за главный титул. Среди фаворитов местные борцы, завоевавшие в прошлом году первое общекомандное место. На второй строчке оказались тюличинцы, а тройку призеров замкнула команда из Балтасинского района. Смогут ли эти коллективы сохранить лидерство, узнаем совсем скоро. Финалы в каждой весовой категории запланированы на субботу. Я очень переживаю, когда Дворец единоборства не полный. Оно должно быть полным, потому что мы не доходим до того потенциального зрителя, который бы хотел. Они потом только узнают, что турнир Мусы Джалиля. Проводя в районах, я вижу, что полный дворец спорта. В Челнах проводим всегда полный. В прошлом году в Заинске я подъехал, когда уже началась борьба, я еле зашел в дворец, Ледовый дворец, потому что даже проходы были забиты болельщиками. А сегодня в Казани дали старт первенству России по художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из всех федеральных округов. На базе Центра гимнастики юные представительницы грациозного вида будут выступать несколько дней. Напомним, что это направление является олимпийским, поэтому внимание к художественной гимнастике особое. Именно российские спортсменки в последние годы абсолютные фаворитки. Первенство страны в Казани как отправная точка для будущих побед. К слову, Республику Татарстан на турнире будут представлять Лиана Семенова и Рената Болташова. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде. В предстоящие сутки в некоторых районах республики заметно потеплеет. В других же районах морозная погода сохранится. На юго-востоке Татарстана ночью будет без осадков и до минус 27 градусов.
Днем же ожидается снег и до минус 14 градусов. На северо-востоке облачно, днем ожидается снег. Ночью минус 26, днем же до 14 градусов ниже 0. На севере республики тоже пройдет снег. Ночью будет до минус 28, а днем же до 16 градусов мороза. На северо-западе температура повысится, временами пройдет снег. Ночью будет минус 21, а днем же уже 6 градусов ниже 0. На юго-западе ожидается значительное повышение температуры, снег. Ночью минус 17, а днем уже 3 градуса мороза. В центральном районе республики облачно, снег местами сильный. Ночью минус 26, а днем уже 10 градусов мороза. В последующие сутки погода в районах будет разниться, не исключены будут и осадки. В Казани в предстоящие сутки ожидается снег. Ночью будет до 17 градусов мороза, а днем же потеплеет до 4 градусов ниже 0. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.